Парад книги и литературы этого года удался. 11-й книжный фестиваль «Красная площадь» в сердце Москвы стал грандиозным праздником. Сотни издательств и авторов, тысячи читателей, литературные новинки, дискуссии, встречи с писателями и спектакли. За все время проведения фестиваль посетили почти 800 тысяч человек. В числе участников 400 издательств из 50 регионов России. Интерес к осетинской литературе оказался неожиданно высоким. Среди посетителей были не только наши земляки, но и множество москвичей, ранее незнакомых или малознакомых с культурой Осетии. Какова роль книг в современном мире? Как и что читают люди? Самая читающая страна – это все еще про нас? В эфире «Национальные интересы». Здравствуйте. В нашей студии сегодня гости, участники книжного фестиваля в Москве. Здравствуйте, уважаемые спикеры, здравствуйте, уважаемые гости. Итак, Москва вновь стала перекрестком миров, сплетенных литературными нитями. Тамир Казбекович, не случайно все-таки Красная площадь собрала в центре Москвы, в центре нашей столицы и книголюбов, и авторов, и издательства. Да, я думаю, что выбор места, или вот сейчас это называют локацией, он говорит о многом. И вот самый ясный посыл, который считывается, заключается в том, что книга должна вернуться в культурное пространство. И в этом культурном пространстве она должна занять достойное место. Потому что фестиваль проходил рядом с историческим музеем, проходил рядом с храмом Василия Блаженного. Да? То есть это такой ясный отсыл к историческим корням, к цивилизационному выбору, да, связанному с Византией. Это связь с теми историческими испытаниями, да, перипетиями, через которые проходила страна. Потому что там лобное место, там вот памятник Минину и Пожарскому, там же мавзолей. И что примечательно для того, кто знаком с топографией вот этой Красной площади, там буквально за углом находится памятник первопечатнику Федорову. И получается, что вот таким образом круг замыкается. То есть книга, она и исторически играла важную роль. И эта роль книги должна быть, и, судя по всему, будет возвращена. Диана, мы все это время очень внимательно следили за вашими стримами с фестиваля. Расскажите, какое впечатление на вас произвел фестиваль? Все-таки яркие эмоции, яркие книги, национальный колорит, который присутствовал. Что больше всего вам запомнилось? Ну, я хочу сказать, что я на книжном фестивале была уже в этом году 3-й раз. И каждый раз, да, ощущение все по-новому. И, во-первых, я хочу сказать, что делегация Северной Осетии – это самая большая делегация, которая была представлена на Красной площади. Об этом говорили организаторы, которые к нам подходили и отмечали, что, как и всегда, Северная Осетия представила самую большую делегацию. Это все благодаря главе нашей республики, при его поддержке. Спасибо ему за это большое. И, конечно, я не могу не отметить, это, конечно, книжный фестиваль, но сразу 3 главреда литературных журналов Осетии тоже были на этом книжном фестивале. Это главный редактор литературного журнала «Ираф» Эльбрус Котаев, журнала «Дарял» Алан Схурбаев и я, журнала «Нокзал». Нас
Это, да, конечно, книжный фестиваль, это хорошая возможность ознакомиться с новинками литературы, в том числе, чтобы вот нас, зрители, немножко лучше понимали, что такое книжный фестиваль. Это на Красной площади одновременно 20 площадок, где происходят различные мероприятия. То есть там гости, спикеры, молодые и немолодые литераторы, какие-то известные артисты, которые читают какие-то известные произведения. И помимо этого всего шатры, где 50 регионов, в том числе Северная Осетия, представили свои книги. Булат Конечно, Иванович, давайте дадим вам слово, что представила Северная Осетия. Известно, что мы повезли 170 книг общим тиражом 750 экземпляров. Добрый вечер всем. В первую очередь благополучия, здоровья Осетии. И дай Бог, что эта война быстрее закончится. Наши ребята вернулись с победой. Это самое главное, о чем сейчас думаем. И это будет в ближайшее время, я думаю. Мы повезли очень много книг, повезли новинки. Повезли в первую очередь книга нашего брата Салбиева. Когда он там присутствовал на Красной площади, к нему подходили, в восторге смотрели эту книжку, покупали. И он, конечно, давал автографы. Была новинки, вот у нас еще была вот Мзоков, который Асламбек выпустил новую книжку. 50 томов выпустили мы, последние 5 томов повезли на Фиджу Сойта, последние 5 томов. И это выпустили еще много. Кузнецова повезли тоже, на расхват уходило самое больше. Вот молодежь интересовалась Кузнецов, кто меня стенял Лани. Вот повторно мы выпустили новую книгу, вот повторно повторили тираж. И вот эта книга на расхват уходила вот тоже. Повезли уже. То есть были представлены как художественная литература, детская, научно-популярная литература, историческая. Да, мы взяли не только наши книги, мы взяли со всех издательств республики. «Респект» всем, в первую очередь, тоже, потому что там у них отдельный стол еще представлялся, мы для них сделали стол еще отдельный, для всем, Аламбилон. И также другие издательства. Также были книги с Южной Осетии, так чтобы люди, которые приходили с стены, чтобы чувствовали, что Осетия единая, поэтому у нас вся литература была про Осетию. Ну, в этом году мы празднуем 80-летие Победы и год защитника Отечества. Что из патриотической литературы было представлено на нашем стенде? Синяя Осетия, 21 том, Солдаты Победы, 7 том. Осетия, ратная слава, там наши герои, там как бы там портреты наших героев, вот эти тоже. Там они сражались, там книжка была еще. И там в Курской дуге у нас была старая книжка. Вот, ну, повезли и новые книги тоже, то, что издавались, вот, повезли очень. Ну, много было, потому что это фестиваль был посвящен именно 80-летию Победы. И поэтому очень многие спрашивали именно на эту тему. Также повезли «Война за порогом», вот эта книга тоже, Магометова книга тоже, повезли на эту тоже. Очень много книг было. И в основном люди интересовались нашими историческими. Вот молодежь приходила. Очень спасибо вот молодым студентам, которые, вот, несмотря на их годы, они интересовались нашими обычаями, традициями. В основном их это интересовало. Девушка пришла, какая-то русская девушка, между прочим, лет 19, и она увидела у нас на столе орнаменты, которые позапрошлом году занял первое место. Это издательство и выпустил. Авторы сестра и брат Андеви. И когда она это увидела, она заплакала от радости. Я смотрю, она вроде внястинка, вроде русская. И она так взяла, плачет от радости. Я не понял сперва. Она была с тетей. Она живет в Дании, и у нее защита. Я, говорит, эту книгу давно искал. Вот, и я, говорит, сейчас буду защищаться. Удивительно, как книги объединяют не только людей по всей стране, но и целые континенты. Плюс еще пришла девушка тоже русская. Смотрю на нее, она подбирает именно книжки на осетинском языке и на дигорском языке. Ну, видно, что она, так смотрю, мне уже интересно было, вы разве умеете читать по-осетински именно не на русском языке, а на осетинском? И где-то она на 7000 набрала книги. И вот так смотрю уже с удивлением.
Она мне потом говорит, а я, говорит, изучаю астинский язык. И мне так приятно было, что, несмотря на то, что мы не так нужное внимание уделяем астинскому языку, а так многие стараются изучать астинский язык. Залина Константиновна, возвращаясь к теме Великой Победы, все-таки эта тема не теряет своей актуальности на протяжении 80 лет. Не задавались ли вы вопросом лично для себя, какую роль в сохранении этой памяти играет литература? Ну, я думаю, что этот вопрос касается не только вот данного великого события, а в целом той ситуации, которая складывается вокруг культуры чтения. Да? Ведь по официальным данным тенденция к снижению читательского интереса, она стала наблюдаться уже с середины 1970-х годов. И вот с того самого периода она постепенно превратилась в такую глобальную проблему, то есть в кризис читательского интереса. Да? И вот к началу 21 века мы столкнулись вот с этой глобальной проблемой, да, когда очевидно противоречие между социальной потребностью высококвалифицированных свободномыслящих кадрах и отсутствием читательского интереса, читательской культуры, которая, собственно, и направлена на достижение вот этих вот социальных целей. И то, что происходит сейчас даже во время вот этого фестиваля, да, это действительно очень значимое событие. Это часть тех национальных программ, которые сосредоточены на поддержку чтения. Да. Первый этап этих программ завершен был в 2010 году. И то, что мы наблюдали, да, то яркое событие, на котором посчастливилось побывать вот нашим коллегам, да, это как раз-таки часть вот этих программ. Соответственно, на это есть государственный запрос. Абсолютно верно. Да, государственный запрос. И на самом деле для этого делается много чего, и организовываются всевозможные масштабные события. Более того, модернизируются библиотеки. Да? То есть принимает такой вот масштабный характер именно вот эта вот тенденция помощи чтению. И, безусловно, книги также должны... И они и направлены на повышение вот патриотического сознания. Другое дело, насколько в обществе, и в том числе и в молодежной среде, существует потребность к чтению. И, наверное, по свидетельствам очевидцев, да, участников этого фестиваля, мы видим, и приятно отметить, что в молодежной среде уже вот этот всплеск, да, интереса к чтению, он наблюдается. Отрадно отметить, что он связан прежде всего с интересом к собственным корням, с культурно-историческим наследием. То есть вот этот посыл, да, который исходит от молодого поколения, он действительно радует. И книги — это прежде всего то, что необходимо для получения вот этих знаний. А фестиваль своего рода инструмент государственной власти, который позволяет пробудить этот интерес и дать определенный импульс. Безусловно. Тамир Казбекович, вы в этом году представили свою книгу на фестивале. И известно, что последний день фестиваля был как раз-таки ознаменован презентацией нашей делегации стенда Северной Осетии на книжном фестивале. И Тамир Казбекович презентовал свою книгу. Это вызвало неподдельный интерес не только у представителей республики в Ихасове Северной Осетии, но также и у широкой читательской аудитории. Расскажите подробнее о чем ваша книга. Кстати, вот Тамир Казбекович подарил нашей редакции одно из своих изданий «Священный брак». И, соответственно, вот эта книга и была презентована на книжном фестивале, верно? Верно, совершенно верно. О чем книга? Расскажите, Она Тамир была Казбекович. издана в рамках чествования столетия республики. И, по сути, она представляет собой способ сохранения вот того культурного, духовного наследия, которое нам досталось. Потрудилось хорошо издательство «Ир». Да, книгу приятно брать в руки. Ну, и я надеюсь, что содержание тоже как бы не отстает от вот того роскошного оформления, которым эта книга отличается.
Очень приятно на ощупь, тактильно ощущать, перелистывая страницы, красивые иллюстрации, яркая печать. Да, действительно, книга достойная. Тамир Казбекович, для вас, как для автора, насколько важно было принять участие в данном фестивале? Это мой первый опыт, и я скажу, что я был впечатлен, потому что вот по сути есть ощущение, что несмотря на цифровые технологии, несмотря на вот этот высокий, чрезвычайно высокий темп жизни, книга жива. А книга – это, собственно, один из способов предотвратить расчеловечивание. Книга позволяет нам оставаться людьми. Мы можем сами выбирать ту книгу, которая нам интересна. Мы можем сами выбирать темп, скорость чтения. Кому-то нравится читать книги вот с конца, да, начать их листать. Кому-то из середины. И в этом отношении книга дает вот эту свободу. Интересно, например, да, что по-осетински вот есть два глагола, которые обозначают процесс чтения. Да, вот привычный нам Кашин. глагол – это кашин, совершенно верно. А И второй глагол? Вот сейчас мы до него доберемся. Кашин означает визуальный контакт. То есть это вот такой способ взаимодействия с книгой через данную нам способность, да, вот, видеть. А есть второй глагол, он архаичный, но тем не менее он тоже используется. Это глагол «фаршен». То есть это глагол, который означает, что читающий ведет с книгой диалог. И он восходит вот к тому периоду, когда книги читали вслух. Да, вот мы сами помним, когда мы учились читать, да, вот, то мы же это делали вслух, да, складывали, буквы складывали в слоги, потом слоги, слова. И вот это общение с книгой, оно, мне кажется, вот сегодня как нельзя к месту. Актуально. Какой интересный нюанс. В Ассоциации книгораспространителей говорят, что книжный рынок в России на 10% вырос. По данным Департамента статистики и печати Российской книжной палаты наблюдается и рост тиражей книг. Но это общероссийский срез. А что касается нашего регионального среза, региональной картины, что вы скажете по этому поводу, Булат Иванович? Сколько книг было издано за прошлый год? Сейчас и к этому И вопросу... как в целом у нас обстоят дела в издательском векторе? Как себя чувствует сегодня издательство? Насчет Московской площади я скажу, что была презентация, собрались, и было собрались главные директора издательства ИР. Только издательство ИР представляла наша директор Хачирова Олеся Викторовна. И на Красной площади было вот и 34 издателей собрались, и они как раз обсуждали вот эту тему проблемы книгоиздания и распространения книжной продукции. И они вот подчеркнули, какие проблемы, как можно их решить. И в данное какие время сегодня у нас... наиболее актуальные проблемы, которые касаются всех регионов? И у нас в данное время сейчас в Осетии появились новые киоски, которые сейчас обслуживают население и в районах, и в городе тоже. Это получается очень... вопрос распространения. А вот последнее, вот то, что мы получили, совсем недавно опять получили книгу Хаджет Таймураза, первый, второй, третий том, бесподобно красивые книги, как вот у нашего брата, так Тамиланова, точно такие же красивые книги. Мы их повезли тоже на презентацию, вот последний. Золков, то, что я сказал, большая книга тоже, вот, то, что, ну, они, это для, как бы учебня для университета, и они ждут, не должно, он еще не получил, правда. Ну, вот так, ну, Кузнецов снова издали, кто меня стенял Лани. И сейчас печати у нас, я как сказал, 60 томов у нас на выходе уже, 50 томов издали, Чусоева книга, да, Нафи. И вот у нас еще 10 томов на выходе, ну, они все это через издательство. А в печати у нас еще много книг, у нас в данное время, мечтаем издать, вот если к нам подходили, нас просят книгу Галаева,
который, наверное, в Южной Осетии, сын имени Галаева. И у него до сих пор, насколько я знаю, даже не расшифровано его, то, что он ходил, собирал по ущельям этому музыкальное наследие, даже до сих пор не расшифровано и не опубликовано вот эти. Если получится вот это издать, то я думаю, это будет большая радость для Осетии. И плюс еще у нас Кантемирова книга на выходе. Думаем, что мы найдем спонсора. Нам пообещали. Он находится в Ростове, орнаменте. Тоже так хорошая, очень иллюстрированная книга. И народ ждет именно вот такие книги, если честно. Вот в основном орнаменты, вот то, что художественное. У нас на печати уже пробуждение Голгофа, люди его ждут. И сами вот такие у нас в Москве, и здесь сами таким заповедь Черчесова и у Руймага «Навстречу жизни». Ну, вот сами такие востребованные. Активная книги. работа идет в издательстве. Это, конечно, приятно, это не может не радовать. Диана, вы редактор всеми нами любимого журнала «Нокзау». И оценивая уровень читательской культуры, о котором как раз-таки говорила Залина Константиновна, невозможно не согласиться с мыслью о том, что базис всего этого уходит корнями, конечно, глубоко в детство. И вы являетесь не просто амбассадором этого журнала, но в том числе взяли на себя просветительскую миссию активного говорения на родном языке и в том числе развития читательской культуры среди детей уже дошкольного возраста. Скажите, такого рода фестивали периодическим изданиям, какое дают преимущество и те связи, те контакты, которыми вы обрастаете в дальнейшем, какую пользу могут принести вашему, в частности, изданию? Ведь все-таки региональное, локальное издание. Чем может быть всероссийский, федеральный фестиваль таких масштабов вам полезен? Вы знаете, Залина, когда был второй день фестиваля, шла по Красной площади к нашему шатру, и вдруг я слышу, кто-то меня зовет, и не по имени, а говорят «Нокзау». Ну, мне уже показалось, как будто бы мне показалось, потому что мне всегда кажется, что где-то все-таки Нокзау слышится. Я оборачиваюсь, и там стоит корреспондент телеканала «Россия-24». И говорит: вы знаете, я вас запомнил с прошлого года, вы в прошлом году давали нам интервью. Это приятно. Можете ответить на несколько вопросов? То есть он забыл, как меня зовут, но он помнил, что это журнал «Нокзау», потому что я привезла с собой журнал, им подарила. Если, например, вот здесь сидит мой брат Тамерлан, который презентовал свою книгу успешно на Красной площади. Кстати, на Красной площади презентовал свою книгу и наш еще один брат Аким Салбиев. И если вот для этой книги есть какая-то своя аудитория, то у Нокзау немножко все по-другому. У нас да и в целом аудитория... периодических изданий да, все по-другому. да, у нас аудитория немножко шире, да, и у нас нет какой-то вот одной, да, вот целевой аудитории, допустим, там дети 4-5 лет. Это и взрослые, и родители, которые читают для своих детей, в том числе журнал «Нокзау». И поэтому, конечно, нам полезно бывать на таких мероприятиях масштабных, как фестиваль «Красная площадь». Например, я ничего не купила в Москве, даже сувениры не купила. У меня весь чемодан был в детской литературе. Вот все, что я находила, естественно, в первую очередь, это периодические издания других регионов. И, к сожалению, немного было представлено детских журналов, но несколько я нашла. И книги. Конечно, детские книги. У меня весь чемодан вот в этих книгах. Я их скупаю. Мы там же знакомимся с авторами, которые приезжают на Красную площадь. У нас есть договоренности. Мы хотим перевести одного молодого писателя, который выиграл в конкурсе «Русское слово». Он пишет для детей сказки. Мне они понравились. Я их перечитала. И, конечно, это возможность расширять кругозор наших юных читателей. И формировать читательские вкусы в отношении современной литературы, современных авторов. Абсолютно верно. И вот немножко возвращаясь к вопросу, который вы задавали Булату,
У всех одни и те же проблемы. И у книг, и у журналов. Это, конечно, я сейчас не хочу говорить о том, что каждый раз, с каждым полугодием повышаются, например, повышаются расходы на типографские услуги. Я думаю, что у всех регионов России одни и те же проблемы. Но если убрать в сторону эти проблемы и все-таки издать книги и журналы, конечно, второй вопрос, как заинтересовать нашего читателя, чтобы он вот эти яркие, интересные книги и журналы все-таки хотел читать, да, как нам конкурировать в этой действительности, когда у ребенка на руках есть и планшеты, и телефоны, у него есть соцсети, которые его могут увлечь там на несколько часов, как заставить его, допустим, параллельно еще читать книги. Это задача, которая, наверное, одна из главнейших задач. Да, это одна из главнейших задач. И когда мы на фестивале слушаем, допустим, детских психологов, которых приглашают, да, вот по детской тематике, или детских писателей, к которым выстраиваются очереди за автографом, а Красная площадь предоставляет нам возможность вот эту после сессии подойти и взять автограф у того писателя, который тебе нравится. И вы знаете, Залина, когда может быть, даже немножко смешно. Я когда первый раз увидела очередь, я думала, что открыли к Ленину, значит, двери, да, к мавзолею. Я думала туда. Оказывается, это Донцова там раздавала автограф. И очередь была просто какая-то огромная. Ну, она же смогла найти свою аудиторию. То есть, если это интересно, и потом я еще несколько раз вот эту картину, когда к писателю или к какому-то знаменитому человеку, поэту выстраивалась очередь, я это видела на Красной площади. А здесь воедино собрались несколько очень важных качеств у писателя, поэта. То есть он не просто печатает, издает свои книги, он еще выносит их на суд к зрителям и интересен в соцсетях. Это очень важный момент, который современные писатели должны чуть позже мы обязательно вернемся к этой теме и коснемся ее. Но вот вы затронули очень интересный аспект. Соответственно, популярную литературу легко популяризировать. А что касается научной литературы и научного фонда, Залина Константиновна, известно, что Васо Баев передал свою библиотеку по завещанию Северо-Остинскому институту гуманитарных исследований, социальных исследований во Владикавказе. А это без малого 5000 книг, ценнейших книг, которые СОЭКСИ хранит в соответствующих условиях. Учитывая богатейший фонд СОЭКСИ, включающий в себя уникальные издания по этнографии, истории, культуре, Осетии, какие инновационные подходы можно применить для того, чтобы вот этот базис был интегрирован в национальный культурный код, стал доступен для большинства тех, кто в этом заинтересован, и в особенности же молодежи, просвещенной молодежи? Вы совершенно верно заметили, потому что сложилась такая традиция, что очень многие семьи передают библиотеки своих уважаемых представителей, да, в библиотеку СОЭКСИ. Да? И вот сейчас, например, библиотека СОЭКСИ насчитывает порядка 86 тысяч единиц хранения, как вот принято говорить. Да? И в их число входят также книги из редкого фонда, есть уникальные издания. Что касается вот современных способов популяризации научной литературы, да, то не так давно нашему институту был выделен грант, благодаря которому появилась возможность использовать электронный ресурс. То есть происходит цифровизация наших книг, наших архивных материалов, что будет, безусловно, доступно для широкого круга читателей и интересующихся научной литературой. Это очень здорово. ценно. Новые технологии во благо да в пользу. Безусловно. Вы знаете, я хотела немножечко абстрагироваться от этой темы и переключиться на те вопросы, которые озвучили Тамир и Диана. Вот они произнесли
ключевые фразы, да, чтение вслух и детская аудитория, да, каким образом можно заинтересовать детей. Вот, по моему глубокому убеждению, любовь к чтению прививается изначально в семье. И вот мне бы хотелось очень, вот давно вообще собиралась это делать, обратиться к молодым мамам, чтобы они уделяли как можно, просто по личному опыту, да, как можно больше внимания вот чтению вслух для своих детей. И если в течение дня в силу занятости, да, а чаще, к сожалению, вот это негативное явление, когда они увлечены всякими электронными ресурсами, да, и что то есть забирает огромное количество времени, да, они лишают своих детей вот этих вот контактов, то нужно понимать, что любовь к чтению – это, пожалуй, залог вот их будущего. И то, что говорила Диана, да, ну, то есть, наверное, тогда не придется заставлять детей читать, а когда это станет нормой, традицией семейной, мне кажется, и государственные программы будут только в поддержку, в помощь. А так вот никакие национальные проекты не смогут привить любви к чтению детям. Но и в целом, наверное, стоит отметить, что сам глагол «заставлять» не рационально использовать в данном векторе диалога, потому что только можно отбить желание, если это будет через силу. Любовь прививается. А вы знаете, что любопытно, что ведь существуют всевозможные методы и методики, да? Вот, например, мне недавно встретился вот такой метод Кассиля, да? Когда, скажем, мамы с большим интересом читают своему ребенку книжку и прерываются на самом интересном месте, ссылаясь на какие-то важные дела, да, и оставляют книжку перед ребенком, который, разумеется, уже овладел навыком чтения. И тогда он сам принимается за чтение книги, и таким образом он вовлекается в этот удивительный процесс. Ну, дети — это, конечно, здорово, и детьми управлять в какой-то степени полегче, чем подростками. Диана, вопрос к вам. Вы все-таки активно ведете социальные сети. Есть ли у нас вот этот самый социальный запрос на модность чтения со стороны общества? То есть подростки к какому-то моменту все-таки утрачивают, как бы ни был привит этот навык, как бы не культивировался он в семье, наступает определенный возрастной период, когда дети утрачивают вот эту связь и любовь к книге. Возможно, это временный период, но между тем он наступает. Вот на ваш взгляд, социальные сети какую роль в этом могут сыграть и могут ли они популяризировать чтение? Залина, можно немножко помешать вашему ведению программы? Просто я боюсь, что нам не хватит времени, а я хочу обязательно про вот книжный фестиваль сказать два момента. Может, вы меня об этом бы захотели спросить, но вдруг вы не спросите, об этом обязательно нужно сказать. Да, конечно, говорите. Во-первых, я хочу сказать о том, что на Красной площади выступали наши дети. Это Дана Ревазова, которая стала ведущей финала всероссийского конкурса «Живая классика». Она была победителем в прошлом году, а в этом году она вышла как ведущая. Чудо, чудо. Абсолютно завладела вниманием публики наша потрясающая Николь Плиева. Она просто заворожила. Фантастические дети, да. И в рамках нашей презентации, а наша республика всегда представляет на суд зрителей презентацию, и там выступал Хасан Кочев, который недавно побил мировой рекорд. Он 80 минут простоял на планке и посвятил это победе в Великой Отечественной войне. То есть вот эти дети, это еще дети-подростки, они выступали на Красной площади. Это наши дети, это гордость Осетии. И когда Николь Плиева выступала перед публикой, она завершила так. Конец света не наступит до тех пор, пока родители читают своим детям сказки Пушкина. Вот здесь я бы хотела добавить так. Осетинская литература будет жить до тех пор,
пока каждый осетин читает осетинскую лиру Коста Ивановича Хитагурова. Это один момент, о котором я хотела сказать. Теперь я хочу вам сказать о поддержке осетин, которые проживают в Москве. Это заслуживает отдельного внимания. Одно дело привести книги, одно дело напечатать. Но когда на фестивале постоянно, все 4 дня к тебе приходят твои земляки, твои братья и сестры, и не дают тебе просто почувствовать, что ты где-то не в Осетии, это стоит большого дорого внимания. стоит, да, действительно. дорогого, я хочу их поблагодарить. Спасибо им большое. Спасибо нашим землякам, которые за пределами Да. республики поддерживают эту культуру. Какую роль сыграет книга в будущем? Какие новые форматы чтения появятся? Об этом и многом другом поговорим после рекламной паузы. Не переключайтесь. От классики до современных бестселлеров мир литературы огромен и разнообразен. А как часто вы заглядываете в него? Хотите узнать, какую роль играет чтение в жизни жителей нашей республики? Этим вопросом озадачилась моя коллега Мадина Тимирканова. И вот что узнала. Ой, я люблю читать книги, потому что ты погружаешься, мне кажется, в абсолютно другой мир. И это же классно. Ты узнаешь что-то новое, это интересно. Психология, романы, фэнтези. Мне кажется, это вообще очень круто. Чтение – это для меня как досуг. Потому что я люблю читать и получать от этого истинное удовольствие. И плюс словарный запас пополняется. Я вообще очень люблю читать. Для меня чтение – это как способ прославиться, также узнать какую-то новую информацию для себя. Я очень давно начала читать, и у меня есть тоже список любимой литературы. И для меня оно играет как роль, наверное, отдыха, вдохновения. Поскольку с книг мы узнаем основную часть информации, не то, что смотрим там новости или что-то. Во-первых, книги расширяют кругозор. Это, я думаю, не открою никому секрет. В моей жизни чтение играет определенную роль. Сейчас я учусь в школе, и для сдачи экзаменов, и просто для развития, для саморазвития я очень много читаю и люблю этим заниматься в свободное время. Сейчас, как и, наверное, 20 и 30 лет назад, я очень люблю фантастику. Я читаю фантастику, фэнтези. В советское время это в основном была фантастика про освоение новых миров, там такая вот. В последнее время, конечно, это фэнтези. У меня любимые писатели – это Гоголь и, наверное, Булгаков. Мне нравится то, что у них произведения покрыты таким мрачным, волшебным, мистическим флером, и слог их письма мне очень близок, и он мне очень нравится. Если бы я в детстве не читал и не любил детских сказок, мне бы было неинтересно читать современную литературу. Неинтересно, наверное, от сказок перейти к более сложному, потом, допустим, к Булгакову, перечитывать Пушкина и так далее. Книги – это наше все. Я люблю читать Толстого, Достоевского. И если брать Толстой, то это «Война и мир», Анна Каренина. Вот я, кстати, недавно прочитал это произведение. Этот роман, я был безумно благодарен, то, что я прочитал, и впечатлений было очень много. Сейчас, наверное, больше психологии. Мне интересно развиваться и понимать людей. Чаще всего в электронном, потому что нужные книги иногда бывает сложно найти, которые мне там в интернете, может, я увидела и мне понравились. Но в письменном тоже у меня есть дома. Будущее за электронные книги, но мне нравятся бумажные. У меня есть библиотека домашняя, я ее собираю сама. У меня есть там книги старые, есть, которые я покупала уже целенаправленно. Электронный формат я не очень люблю, поэтому читаю в основном бумажные носители. Так, в последний месяц я прочитал 2 книги. Анна Каренина и вот Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Ну что ж, цифровой век диктует свои правила, в том числе и в мире литературы. Как изменились читательские предпочтения за последние годы, какие жанры на пике популярности, а какие уходят в прошлое, обсудим с нашими экспертами. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Ирина Асламбековна, первый вопрос к вам. Какие книги наиболее востребованы на сегодняшний день в библиотеках и как все-таки изменились предпочтения наших читателей за последние десятилетия?
Если позволите, я начну немножко издалека, а скорее с благодарности. С благодарности, что несмотря на то, что если в целом оценивать, да, ситуацию, касающуюся интереса к чтению, наверное, мы все-таки близки вот к той черте, за которой уже, ну, ни много ни мало мы можем наблюдать пренебрежение к чтению. То есть, если вот говорить откровенно, конечно, мы испытываем период кризиса чтения. Но, тем не менее, спасибо вам за вот тональность разговора, потому что действительно в 90-е годы с появлением информационных технологий, новых носителей информации было много разговоров, предрекающих гибель книги, а, соответственно, гибель библиотеки. К счастью, жизнь показала, что печатная книга, книга на цифровых носителях, они никак не конкурируют друг с другом, они, наоборот, друг друга дополняют. Ну, не могу поблагодарить вас и за то, что вы сделали на самом деле большое дело. Вот сегодня в рамках этой передачи вы собрали представителей различных сегментов, которые имеют отношение к развитию и продвижению чтения. Представители тех профессий, которые непосредственно занимаются, ну, грубо говоря, пропагандой чтения. Это очень важно, потому что я вижу главную проблему, которая существует, а именно небольшой интерес к чтению в том, что вот эти все сегменты, они очень разобщены. И для того, чтобы нам достичь какого-то результата, нам необходимо объединить все сегменты, которые участвуют в процессе развития чтения. Для этого нужна национальная программа, которая бы детально разработала пошагово все те меры и действия, которые приведут к положительному результату. Необходима заинтересованность всех абсолютно властных структур, всех тех, кто участвует в этом процессе. Необходимо, все-таки хочется говорить, да, больше о проблемах. Необходимо создание среды читающей, необходимо гуманизация средств массовой информации, вот, собственно, то, чем вы и занимаетесь, и еще много-много проблем и моментов. Я думаю, что вообще вопрос чтения, он обладает всеми признаками пассионарности, и он может стать той национальной идеей, вокруг которой можно объединиться и испытывать вдохновение. И так хочется добавить к вашим словам, что необходим еще диалог автора со своим читателем. И сегодня в нашей студии к нам онлайн присоединилась Тамара Шамилевна Крюкова, лауреат множества фестивалей и премий в сфере детских и юношеских литературных проектов, автор более полусотни книг, вышедших общим тиражом свыше 1,5 миллиона экземпляров. Ее произведения не только переводят на разные языки, но и экранизируют. Конечно же, у кого же еще можно спрашивать о настоящем и будущем детской книги, как не ее автора. Тамара Шамилевна, здравствуйте, рада вас приветствовать сегодня в нашем диалоге. Добрый день, я очень рада быть у вас, потому что на самом деле я всегда с вами. Я ведь сама Владикавказская, вернее, Орджоникидзевская, поэтому это мой родной город, и я всегда с радостью там бываю. Так вот, что я должна сказать. Когда мы говорим о книге и об интересе детей к книге, нам нужно прежде воспитывать не детей, а родителей. И вот поскольку я сейчас у вас, и, может быть, я достучусь до большего количества людей, перво-наперво я хочу сказать такую вещь. Есть такой очень известный в мире психиатр Манфред Шпицер. Он написал книгу, которая называется «Антимозг». И в этой книге он как раз исследовал воздействие гаджетов на мозг человека. И что он пишет? Он пишет, что если мы вручаем ребенку книгу, ребенку младшего возраста, то есть дошкольного и младшего школьного, воздействие вот гаджета на мозг равносильно впрыскиванию первой дозы героина. Это не просто слова, потому что он директор крупной наркологической клиники Германии.
Он исследовал этот вопрос. Так вот, мозг наркомана героинового и мозг зависимого от гаджетов, если вы сравните эти два снимка, они абсолютно идентичны. И если родители это будут знать, может быть, они реже будут давать детям в руки книги. А книга, наоборот, это тот инструмент, который развивает интеллект. Вот я сейчас об этом очень часто говорю. Кстати, я буквально в июне буду во Владикавказе на фестивале. С радостью туда еду. И, скорее всего, я там тоже буду об этом говорить. Поэтому тут надо до родителей. А что касается детей, да, действительно, они в детстве очень хотят читать. Они тянутся к книге. И взрослым надо эту книгу. Детей очень сложно читать. Научился читать. 2 класс. Даже ему еще трудно. Навык чтения, в принципе, развивается годам 12. Ну, есть, конечно, дети, талантливые читатели, у которых раньше, но, в принципе, годам 12. Это имеется в виду мозг. Вот кто такой мозг, который занимает, развивается 12 лет. Тамара Шамилевна. Родителей вовлекать, читать. Правильно сказали? Потому что в смысле читать становится на коленях у своих родителей. Так иначе. Родители читают, ребенок хочет читать, и поэтому дети читают. Если ребенок уже гаджет-зависимый, годам 12, вы ничего не сделаете. Почему? Потому что у него мозг перестроен. Был нормальный ребенок, а тут у него мозг, понимаете, есть такой термин цифровой дебилизм. Так вот, мозг у ребенка перестраивается, поэтому мы должны уберечь своих детей. Кстати, должна сказать, что когда в прошлом году была во Владикавказе, тоже меня, знаете, порадовало, вот реально порадовало. Я иду по простому. Я вижу молодых, которые ходят, которые общаются, они не сидят в телефоне. Вот, кстати, девушка, кажется, Тамара Шамилевна, мы вас благодарим за присутствие в нашем пространстве. К сожалению, звук очень плохой, да, он прерывается, но мы вам благодарны за ту информацию, которую вы нам донесли. Спасибо. Спасибо. Всего доброго и надеюсь, до встречи. До встречи. Светлана Борисовна, как вы думаете, все-таки цифровизация повлияет на будущее литературы и писательского мастерства? На писательское мастерство, я думаю, цифровизация никак не повлияет. А что касается самой литературы и восприятия? Ну, литература останется литературой, и будет что-то около литературы. То, что уже появилось, недавно встретила в сетях где-то написанные тексты, написанные так называемым искусственным интеллектом. Дается фабула авторам блога, который организован для зарабатывания денег. Пишется какой-то рассказ душещипательный. Огромное количество подписчиков переживают за героев, комментируют активно. Но это не литература. А чем отличается цифровая литература, написанная искусственным интеллектом, от той литературы, которая была создана человеком? Нет. То есть творчество и искусство как раз-таки отличается наличием и отсутствием этой самой души. Мы очень часто за последнее время, Фатима Сергеевна, обращаемся к теме цифровизации, и в том числе хотели бы поднять вопрос цифровых книг и цифровизации книжного нашего фундамента, богатства. Как вы в целом относитесь к этому и что предпочитаете, цифровую книгу или же тактильную, настоящую, типографскую? Ну, во-первых, радует то, что по сравнению с предыдущей эпохой книги, хорошие книги, актуальные книги, они стали гораздо доступнее. Конечно, это очень радует. И такого богатого разнообразия, наверное, нам об этом в 80-х, в 70-х только было бы мечтать, да, в домашней библиотеке. Ну и в целом это же сказывается на читательской активности, согласитесь? Конечно, конечно. И цифровизация, она своего рода тоже. Ну, здесь ее можно сравнить во всех аспектах. Как
с атомом, наверное, да, то есть цифровизацию изобрели, как и атом, а кто ее уже как использует в своих интересах, это уже как бы другая тема, да, и что я хочу сказать насчет цифровизации. Лично для меня, как, наверное, и для многих людей, принципиальной разницы между цифровым форматом и бумажным форматом, наверное, нет. То есть если книга интересна, если книга захватывает, если литература актуальная, она в любом виде будет, ну, скажем так, удобоварима для активного читателя, вызовет интерес. И поэтому я не думаю, что цифровизация – это плохо, пока, вот, как сказала Светлана Борисовна, пока искусственный интеллект не начинает создавать литературу. Собственно, это даже не литература, это чтиво, да? Это просто бездушное чтиво, как набор слов, набор каких-то сюжетов и событий, но души в этом не будет. Светлана Борисовна, а как вы все-таки относитесь к использованию электронных книг в образовательном пространстве? А что вы имеете в виду, говоря «электронная книга»? Использование тех же гаджетов в качестве источника получения информации. Я вам вот что скажу. Где-то еще года 2 назад изредка в класс приносили электронные книги, мы не были против. Но сейчас ни в одном классе я не вижу ни одного ученика с электронной книгой. А с чем это связано? Ну, они, видимо, не оправдали себя. Есть очень много детей, которые любят бумажную книгу. Есть дети, которые любят слушать аудиокниги. Экономно по времени. Едешь в транспорте, слушаешь что-то. Есть дети, которые любят комиксы. Есть дети, которые любят еще что-то. Ну, для всех всегда найдется что-то по душе. Очень актуальная тема, которая в том числе прозвучала и на книжном фестивале в Москве. Ирина Асламбековна, на главной сцене фестиваля обсуждали и проблемы интерпретации классики в современных жанрах. Острая дискуссия разгорелась как раз-таки по переосмыслению сюжетов классических произведений через рекламные ролики, киносценарии, через компьютерные игры. Как вы к этому относитесь? Что вы думаете по этому поводу? Скорее, такое неоднозначное отношение к этому. Если так вот взвешивать за и против, скорее, наверное, против. Я думаю, что и классики, те, которые подвергаются этой интерпретации, они бы со мной согласились. Хотя, опять же, почему бы и не попробовать, да? Человеку, который желает заниматься этим, как-то себя проявить и выразить свою позицию, свое отношение и свою точку зрения относительно того или другого произведения. А как вы считаете, Светлана Борисовна, можно ли сегодня противопоставлять классическую литературу современной? Собственно говоря, имеем ли мы на это право и правомерно ли такое сравнение? Ну, даже задавая этот вопрос, вы уже противопоставляете. И в обществе противопоставляют. Да, многим кажется классическая литература, произведения, написанные 150-200 лет тому назад, непонятными. Особенно детям 5-6 класса. Они читают даже Муму, им очень многие слова непонятны. Они читают «Бежен лук», они там почти ничего не понимают. Больная тема всех родителей — Гоголь. Гоголь? Вовсе нет. А он понятен детям? Ну, там у него увлекательные сюжеты. Он берет этим. В этом году мы отмечаем 120-летие со дня рождения Михаила Шолохова. Автор «Судьбы человека» и «Тихого дона» – это пример феноменальной силы, таланта. Шолохов был популярен у европейского читателя, так же, как сейчас, к примеру, Стивен Кинг, Джоан Роулинг. И Шолоховская Нобелевская премия – это тот случай, когда из-за масштаба личности не могли не дать премию. Но актуален ли Шолохов сегодня, Светлана Борисовна? Хорошая литература актуальна всегда. Да, она не всеми востребована. Но у Шолохова есть читатель и будет. Я уверена. Мне кажется, до хорошей литературы надо дорасти, до ее понимания. Да? То, что интересный аспект тоже, да. В 9-м, в 10 классе неинтересно, уже лет 18-20 уже становится интересно. Просто, видимо, для каждого произведения необходимо дорасти.
А где этот возрастной ценз? И важно ли постигать всю классическую литературу в концентрированном формате именно в школьные годы? Фатима Сергеевна, на ваш взгляд? В том-то и дело. Мне кажется, что на самом деле классическая русская, классическая литература, она не всем будет понятна из-за того, что там обилие сюжетных линий, да, множество действующих лиц, сложная канва произведения. И ребенку сейчас это постичь сложно, потому что, ну что там греха таить, упрощается мышление людей, подрастающего поколения особенно. Ну, если не в школе, вернется ли в будущем этот ребенок к этим произведениям и сможет ли он их прочесть и освоить уже во взрослой жизни? Вполне возможно, если где-то в средствах массовой информации, допустим, да, авторитетный человек для этого выросшего ребенка замолвит слово, что вот то произведение, оно безумно интересно, я рекомендую его почитать. Очень часто такие истории бывают, да. Вполне возможно, что вернется этот человек и прочитает это произведение уже новыми глазами, новым мышлением, осознает его и новыми глазами посмотрит на это произведение. Оно уже, возможно, не будет казаться таким сложным. Светлана Борисовна, а вот на ваш взгляд и по вашему опыту, как много читающих детей в школах на сегодняшний день? Ну, сегодня гораздо меньше, чем 20 лет назад. Ну, и в разных классах по-разному. Зависит и от учителя начальной школы, и от семьи. Уже говорили об этом. Если мама в детстве, когда ребенку 3 года, 4, 5, не читала ему книжки, не рассматривала вместе с ним картинки, не спрашивала его, что он видит на картинках. Если не было вот этой вот особой атмосферы, знакомства с новой книгой, если не ходили вместе в книжный магазин выбирать книжки, ну, вряд ли этот ребенок полюбит читать. Если это не стало культурой семьи и ритуалом в семье, соответственно, он не вынесет эти паттерны поведения во взрослую жизнь. Ну, по-всякому бывает, но чаще всего да. А какая литература пользуется популярностью у подростков? Вы все-таки работаете в подростковой школьной среде. Что предпочитают современные школьники читать? Ну, за исключением, конечно, школьной классики. Разные дети по-разному. Кто-то любит фэнтези, кто-то детективы, кто-то любовные романы, особенно девочки, старшеклассницы. По-разному. Вот какой интересный вопрос тоже, Ирина Сламбековна. Хотелось бы все-таки узнать ваше мнение на сегодняшний день, навскидку, если назвать. В современной литературе есть писатели такого же масштаба, как, к примеру, Михаил Александрович Шолохов? В современной литературе? Среди наших современников. Но я думаю, сейчас преждевременно отвечать на этот вопрос, давать какой-либо ответ. Потому что произведение должно выстояться, проверить со временем. И когда-нибудь, лет через 10 минимум, я думаю, все всплывет на поверхность, все станет очевидным. Но если не уходить в политизированность, все-таки есть ли у нас кандидаты в литературе, которые могли бы потенциально претендовать на Нобелевскую премию? Убираем контекст политизированности данной премии между тем. Вот, кстати, этот вопрос, который я себе довольно часто задаю и обсуждаю его с коллегами. Да? Мне кажется, время таково, когда очень многие имеют возможность выражаться. Ну, выражаться я имею в виду печататься. И вот в этом море печатной продукции, мне кажется, сейчас очень сложно выловить то, что действительно весомо, и то, что заслуживает истинного внимания. Это касается и прозы, это касается и поэзии. Вот если мы сейчас с вами подумаем, да, и навскидку хотя бы скажем, вот в российской поэзии самое звучное имя, я думаю, мы сейчас все окажемся в достаточно затруднительном положении, потому что каких-то вот очевидных имен на сегодняшний день нет. А с чем это связано? Ну вот, видимо, с тем, что стало очень много печатной продукции.
И читатель это теряется. повлекло за собой вот такие вот сложности такого плана, что... Ну, читать в целом, наша программа подходит к концу, и хотелось бы все-таки резюмировать. Читать в целом стали больше, интерес к чтению возрастает. Наблюдаем ли мы эту тенденцию? Ну, если судить с нашей позиции, с позиции библиотеки, то, безусловно, поток читателей стал значительно и значительно меньше. На то много причин, но, к счастью, есть совершенно замечательные примеры. Я всегда провожу аналогию. Вот те страны, которые имеют высокий индекс счастья, Дания, Финляндия, вот в этих странах существует культ библиотек. Эти страны строят библиотеки, эти страны вкладываются в библиотеки, эти страны развивают библиотеки. И в этих странах библиотеки чрезвычайно посещаемые. Самая известная библиотека в Европе – Финляндия. Финляндия – библиотечная столица Европы, мира и цепочка, да, очевидная. Самая образованная страна в мире и одна из стран с высоким индексом счастья. То есть закономерность абсолютно просматривается. Вот мне хочется, чтобы мы тоже к этому пришли. И здесь есть очень весьма утешительные моменты, которые дают нам как бы право говорить о том, что у нашей власти, верховной власти, да, есть понимание важности библиотек, в результате чего родился проект «Культура», под программой которого являются модельные библиотеки, да, которые дают совершенно колоссальные возможности модернизации библиотек, превращения их в современные, открытые, комфортные, такие притягательные пространства. Но, к сожалению, мы не очень воспользовались этими возможностями, я имею в виду нашу республику, да, ну, у нас все впереди, если мы до конца решим, осознаем, да, важность и масштаб этих возможностей, я думаю, что мы сможем наверстать упущенное. На этой положительной, позитивной ноте мы благодарим вас, уважаемые гости, за сегодняшний эфир, за то, что поделились своим ценным мнением с нашими телезрителями. Мы надеемся, что сегодняшний разговор вдохновил вас взять в руки книгу и погрузиться в увлекательный мир чтения. Читайте с удовольствием. До новых встреч!